Из Китая продолжают поступать заявления с осуждением правительства США в связи с одобрением законопроекта о введении санкций в отношении китайских чиновников, замешанных в репрессиях против уйгуров и других тюрков. Сразу после заявления Министерства иностранных дел Китая и ряда СМИ один за одним последовали заявления учреждений Восточного Туркестана, подконтрольного Пекину. Во время прямого эфира программы «Новости Синьцзяня» от 7 декабря ведущие телеканала ругались матом в адрес США и американских чиновников. Китайские власти не ограничиваются только этим, но представляют лагеря перевоспитания как пример для подражания. Во время собрания, прошедшего в парламенте Турции, группа уйгуров, в том числе и гражданка Казахстана Гульбахар Джалилова, рассказали о пытках, которым их подвергали в китайских лагерях перевоспитания. Власти Китая подвергают гонениям не только жителей Восточного Туркестана, но и тюрков из других государств. Выразив свою благодарность Турции за оказанную поддержку, Джалилова выступила со следующей речью. «Я пробыла в китайском лагере 1 год, 3 месяца и 10 дней. Вместе с нами в камерах сидели девочки от 14 и женщины возрастом до 80 лет. В чем же может быть вина 14-летних детей?» В прошлое воскресенье на улицы Гонконга вышли сотни тысяч человек для протеста против правительства административного округа. По данным организаторов, в акции приняли участие 800 тысяч жителей Гонконга. Протестующие выдвинули 5 требований, символом которых стали 5 пальцев. Участники акции добиваются проведения демократических выборов и расследования по делу полицейских, замешанных в жестоком подавлении демонстраций. Согласно официальным данным, начиная с июня в Гонконге задержано свыше 5800 человек, около 500 из которых обвиняются в организации погромов. За последнее время в Гонконге усилились столкновения полиции и участников демонстраций, не прекращающихся с июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что враждебный настрой Ким Чен Ына приведет к тяжелым потерям для Северной Кореи. Трамп осудил заявление постоянного представителя КНДР в ООН Кима Сонга, который подчеркнул, что отныне вопрос ядерного разоружения не является темой переговоров. На своей официальной странице в Твиттере Трамп заявил, что Северной Корее есть что терять, и напомнил, что во время саммита в Сингапуре между двумя странами был подписан договор об отказе от ядерного оружия. Министр обороны Германии Крам Каренбайер призвал Россию провести совместное расследование по делу убитого в Берлине грузинского активиста. Во время Второй Чеченской войны Кхангашвили, являвшийся гражданином Чеченской Республики, воевал против России и сотрудничал с грузинской разведкой. Министерство иностранных дел Германии заявило, что за убийством Кхангашвили стоит ФСБ. Комета Борисова, обнаруженная в начале года, максимально приблизилась к Солнцу. Комета была открыта исследователем-любителем Геннадием Борисовым. Наряду с загадочной кометой Оumuamua, обнаруженной в октябре 2017 года, комета Борисова стала вторым небесным телом, попавшим в Солнечную систему.